Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина, и сегодня мы погадаем на замечательную тему, как к вам относится ваш начальник. Причем вы можете рассматривать как просто отношения с начальником, так и в конце я буду отвечать на вопрос, именно для тех, кому кажется, что начальник относится как-то двусмысленно, может быть, там испытывать чувства, он или она, это не важно, да, потому что могут гадать как мужчины, так и женщины, то есть начальник или начальница испытывают ли к вам притяжение, испытывают ли к вам еще какие-то любовные чувства. Это мы будем прям отдельным вопросом рассматривать в позиции, да. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Так, я, по-моему, нет. Думала, инструкцию туда затасовала, в колоду прямо. Первая карта покажет, как вы относитесь к вашему начальнику или начальнице. А дальше уже будем смотреть, как этот человек к вам относится, что он о вас думает или она, какие перспективы дальнейших взаимоотношений между вами, как сложится там союз, да, начальник-подчиненный. И также в конце для тех, кто интересуется именно любовной темой с начальником или с начальницей, испытывает ли к вам этот человек сейчас притяжение любовное, да? Итак, первая карта – это как вы относитесь к вашему начальнику или начальнице. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. По первой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. То есть должно резонировать. Итак, первая плитка и первая карта – 7 кубков. Смотрите. Вот первый какой вариант сразу, да, что вы не совсем понимаете этого человека. Неважно, еще раз повторю, гадаете вы на мужчину или на женщину-начальницу. То есть у вас есть такое, что в человеке какая-то загадка, или человек для вас не от мира сего, и вы его пока не знаете, не понимаете, пытаетесь разобраться. И второй вариант для тех, кто особенно поддерживает здесь именно какую-то любовную тему, все-таки человек очень вас впечатляет. То есть 7 кубков очень часто показывает любовную эйфорию, но начальной стадии. То есть какая-то влюбленность, впечатленность. Вот. Если вы рассматриваете любовную тему с начальником или с начальницей, карта показывает, что и вы впечатлились этим человеком. Давайте посмотрим теперь, как относится к вам начальник или начальница. Просто пока как относится. То есть именно не по любовной теме, а именно личность к личности, да. То есть начальник подчиненный. Как относится? Валет мечей, туз кубков и 8 мечей. Смотрите, человек наводит о вас справки. То есть валет мечей, он всегда показывает, что вашему начальнику как будто информации не хватает о вас. То есть сначала, может быть, и хватало, но потом, может быть, вы то ли что-то сделали, то ли как-то пообщались так, то ли еще что-то. И, такое идет, да, волна такая в коллективе. И человек решил о вас узнать побольше. Поэтому не удивляйтесь, если будет и вас о чем-то спрашивать, и наводить о вас справки. Потому что вот эти карты, они четко показывают, что человек узнать хочет какую-то о вас правду, выкопать информацию и вывести вас даже, может быть, на чистую воду. Туз кубков вообще показывает, что вы в человеке вызываете целую бурю эмоций. Неважно, любовная тема, нелюбовная, целую бурю эмоций, понимаете? То есть вы этого человека явно цепляете на сегодняшний день чем-то. Вот. И это не обязательно может быть что-то положительное, это может быть любое. Может быть, даже человек считает, что с вами не надо церемониться. Но сначала хочет узнать о вас информацию, справки навести. Понимаете, вот такое чувство недоверия какого-то. Чем-то зацепили.
И почему-то по 8 мечей человеку кажется, что вы манипулируете его чувствами или ее. А это уже говорит о том, что вот в вас видят кого-то, кто что-то хочет получить. Вот. Но мы все на работу приходим зарабатывать, естественно. Как бы начальнику не надо ждать бескорыстия от сотрудников, это бред. Но тут вот что-то такое вот прям, как будто вас хотят проверить. Хорошо. Ну, может, проверить даже на честность, понимаете? Но эмоций вы прям вызываете много. Просто есть и недоверие. Есть и желание узнать. Понимаете? Что думает этот человек о вас, как о личности? 6 кубков. Туз пентаклей. И луна. Вот я же говорю, такое ощущение у вашего начальника или начальницы, да, что, с одной стороны, вы напоминаете этому человеку кого-то из прошлого, а с другой стороны, по тузу пентаклей хотели бы денег, то есть имеете некий корыстный интерес, а по луне скрываете это. То есть человек вас именно подозревает, мол, вы притворяетесь перед этим человеком и скрываете свой корыстный интерес. Вот так. То есть нет доверия, совершенно нет доверия. И, соответственно, если вы подозреваете вашего начальника или начальницу в том, что человек может магичить на вас, но тогда магичить из недоверия и, может быть, подозревают в зависти, да? Или сами завидуют. Такое тоже иногда бывает. Может такое быть, что и воздействие есть. Но только если вы подозреваете именно. То есть вы сюда шли именно проверить, а нет ли на вас магического воздействия от начальницы, например. Такое может быть. Потому что карты здесь очень многие указывают на то, что человек может или гадать на вас, или проверять вас в чем-то, вот, или даже совершать некие небольшие ритуалы. Карты показывают, что человек, когда на вас смотрит, он что-то вспоминает, но из своего прошлого, из своей прошлой жизни. И начинает сомневаться, а стоит ли вообще вот поддерживать какие-то взаимодействия, контакты. Как дальше сложатся ваши взаимоотношения? 10 мечей, 2 кубков и 3 кубков. Карты показывают возможный даже разрыв взаимоотношений между вами. И вам нужно быть очень-очень аккуратными с вашим начальником или начальницей, потому что 10 мечей выпала с 2 кубков. Это разрыв союза, понимаете? То есть карты показывают, что человек понаводит справки и может постараться от вас избавиться каким-то образом. Причем избавляться как будут? Через 3 кубков. То есть, возможно, на празднике, вас позовут на праздник, допустим, вы там постараются вас спровоцировать, чтобы вы выпили, и потом, чтобы, может быть, или, ну, как вот, знаете, подставляют, там, напаивают человека, и потом говорят, вот, человек ведет себя неадекватно, мы его увольняем. Или позволительно будет, допустим, на празднике вам кажется что-то сказать такое лишнее, а потом это вам зачтется как признак, ну как, не признак, а повод для увольнения, да. Поэтому здесь нужно быть втройне осторожными. Мне кажется, ваш начальник или начальница как-то не очень хорошо, если честно, относится. Или вот прям не доверяет совершенно, вот настолько, что вот прям готовы на грязные методы. Насчет любовной темы. А есть ли притяжение? Может, во всем этом сыр-бор, да? В притяжении, может быть, человек отрицает свои чувства, например. Есть ли притяжение? Это для тех, кто интересовался этим, да? Кто именно проверяет ради отношений. 10 пентаклей, 3 пентаклей, 4 мечей. Вообще речи не идет о личных отношениях. Вообще не идет. Тут какая-то провокация. Вы как будто бы провоцируете в вашем начальнике или начальнице все самые худшие чувства. И, соответственно, карты говорят, что, скорее всего, человек попытается сделать какую-то провокацию и от вас избавиться, потому что совершенно не доверяет. Вот. И относится как-то не очень хорошо, а вы, скорее всего, по 7 кубков
в непонятках от этого человека. Я убираю карты обратно в колоду, потому что они могут пригодиться и другим, да. Ну, вот такой интересный ответ по первой позиции. Итак, идем ко второй позиции. Красная плиточка. И первая карта – это как вы относитесь к вашему начальнику или начальнице. Сила показывает то, что вы знаете. Этот человек обладает лидерскими качествами, поэтому этот человек и начальник. И иногда тиранично себя проявляет. Но вы знаете, что потихоньку-полегоньку этого человека можно приручить. Как льва приручают, вот дикого зверя, да? И также точно любого лидера, любого тирана можно приручить. Ну, это, конечно, сомнительно, но на самом деле, конечно, да, каждой личности есть подход, если ты ее не боишься. Вот. Я бы не сказала, что вы боитесь этого человека, но вы знаете, что человек очень любит командовать, очень. И да, воспринимаете, что это именно кто-то вышестоящий. То есть вы это четко видите, и этот человек четко дает это, скорее всего, понять. Хорошо. Если тема любовная, если вдруг любовная, да, то вы испытываете страсть к вашему начальнику или начальнице. Сильное притяжение, сильнейшее прям. Но воспринимаете как лидера. Хорошо. А как относится этот человек к вам? Пока что не любовная тема рассматривается, а просто как начальник относится к подчиненному, да? Или начальница. Туз пентаклей, император и солнце. Этот человек очень уважительно к вам относится и видит в вас большие перспективы. А также вы как сотрудник, скорее всего, компании или там, организации приносите деньги. И этот человек в этом не сомневается. Человек видит, что и вы в будущем можете стать руководителем. И знает, что у вас есть некие амбиции. Уважительно относится к вашим амбициям. Вообще видит в вас некий свет солнца. И понимает, что с вами можно сколотить коллектив, как одна семья. Ну, с вашим участием, естественно. Не только вы, допустим, еще кто-то. Но сам факт, то, что этот человек рассчитывает на вас, надеется на вас и считает, что можно иметь процветание в компании благодаря вам, что вы входите в коллектив, что вы даете всегда хорошие перспективы для себя, для других. То есть верит в вас. Этот человек явно в вас верит. Хорошо. Что этот человек думает о вас как о личности, как о человеке? Король кубков, восьмерка кубков и дьявол. То, что вы очень эмоциональная, талантливая личность, коммуникабельная и интересная, но при этом, если вам предложат гораздо больше денег, вы уйдете. То есть вас могут переманить. Этот человек об этом переживает, знает, что деньги для вас на первом месте, в любом случае вы же работаете. На работе у всех, запомните, у всех деньги на первом месте, потому что это работа для денег. Я не знаю, кто там вбивает людям в голову, что работают вовсе не из-за денег. Тогда из-за чего? Я понимаю, конечно, да, нужно заниматься делом, которое вам нравится, но если вас за это не будут награждать, когда-то вам надоест и это. То есть в любом случае, если человек работает, он пришел на работу, тратит на нее время, он пришел не просто за одуванчиками. Но это нормально, товарищи. Многие стыдятся того, что они зарабатывают деньги на работе. Я этого вообще не понимаю. Не понимаю. И тут также. Человек видит, что вы пришли на работу ради денег. Это нормально. Хотите карьерного роста, денег, власти, процветания своей семье. И если вам предложат больше, вы можете отстраниться и уйти. Он этого очень боится. Или она. Потому что сколотить хороший коллектив трудно. Хорошую рабочую команду. Правда, трудно. И еще человек очень боится, что вас подкупят конкуренты. И не дай бог вы выдадите какую-нибудь информацию, поэтому надо вам платить. Иначе либо переманят, либо, не дай бог, вражеский лазутчик, да.
То есть прям такой вот у человека страхи. А вдруг какой-то мужик, мол, покушается с другого, там, с другой фирмы, да, уже, чтобы вас переманить, уже, наверное, говорили или намекали. Значит, вы сотрудник совсем хороший. Перспективы дальнейших взаимоотношений с начальником или с начальницей какие? Влюбленные, умеренность, башня. Сначала будут очень хорошие взаимоотношения, как будто бы даже исцеление эмоциональное через этот коллектив, эту работу. И вообще очень хорошие мирные взаимоотношения. Но потом, однако, идет башня, которая показывает, что либо вы сами уйдете, потому что вам не хочется в этой фирме больше работать, допустим, да, или в этой организации. Либо что-то случится с самой организацией. Ну, либо еще такой момент, что сначала между вами будет плодотворная работа и равновесие, а потом это равновесие чем-то разрушится. Ну, допустим, люди поругались. Это не значит, что вы уйдете, но вы можете в будущем поругаться с начальником. Конечно, потом, может быть, и помиритесь, я не спорю. Но сначала равновесие, потом отсутствие равновесия. Вот так могу сказать. Теперь для тех, кто считает, что это может быть любовной темой. А если у начальника или начальницы к вам притяжение? Вышла карта «Мир». 13-й аркан. И тройка кубков. Этот человек из-за вас теряет почему-то покой. Вот так могу сказать. Для тех, кто любовную тему здесь не поддерживает, ваш расклад вот здесь закончился. Но для тех, кто хочет узнать, и у кого здесь тема более-менее любовная, личная, могу так сказать, что вы выбили полностью человека из колеи. Потерял покой или потеряла, не находит себе места, ощущает притяжение, но какое-то очень такое, ну как сказать, кризисное притяжение, на разрыв. Возможно, человек не свободен или не свободна, или вы не свободны. Вот. Это, конечно, всегда мешает, вот если люди не свободны, кто-то из них и так далее. Это всегда дает такое вот как муки совести и все такое прочее, но явно здесь есть внутреннее притяжение. И явно человек жил раньше спокойно, теперь живет неспокойно. Понимаете? Но именно поэтому сначала идет равновесие в отношениях между вами, а потом все расшатывается. Скорее всего, об этих чувствах или будет заявлено, или они как-то выльются наружу с помощью некого праздника или корпоратива. Ну, вот такой интересный ответ получился по второй позиции. Убираю карты обратно в колоду. И мы идем к третьей позиции. Начальник или начальница. Как к вам относится? Зеленая плитка. И первая карта. А как относитесь к этому человеку вы? По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей может показывать как сильную увлеченность, страсть. И, как сказать, меня ничто не остановит, да? Так, ну, если кого-то интересует любовная тема. Именно любовная тема в этой ситуации с начальником или с начальницей. У кого тема не любовная, человек дико вас раздражает. Разозлил, взбесил. Не знаю, сказал какие-то, знаете, слова, как уничтожил, да? Или уничтожил, оскорбил человека, или еще что-то. Вы злитесь очень сильно на этого человека, и у вас что угодно, но только не равнодушие. Что угодно. Но вот этот человек, он вас выбил из седла. Он вас выбил из равновесия, и вы в бешенстве можете быть. Вот. Если вы себя не узнаете здесь, это не ваша позиция. Вам нужно в другую. Здесь человек явно неспокойно относится к своему собственному начальнику или начальнице. Этот человек вас полностью где-то вот что-то выкручивает, выбешивает, раздражает. Вот, да, вот так. И вы сделали уже об этом человеке соответствующие выводы. И пока вы эти выводы менять не собираетесь, даже если вы нагадаете там воздушную любовь или хорошие отношения. Смотрите, это мошка. Мошка тоже, видите, как суетится. А знаете почему? Потому что и вы очень сильно суетитесь по поводу этого начальника.
Вот так же вот вы вот смотрите, шлындаете, да, вот так же по кабинету по своему. Или по своей работе, лишь бы только начальника не видеть, да. В общем, Мошка, ты понимаешь, что ты можешь умереть из-за меня? Я большая, ты маленькая. Идем дальше. Вообще она просто так не прилетает. Смотрите, карты еще падают. Туз пентаклей и сила. Господи, надеюсь, я ее не покалечила. В общем, как относится к вам начальник? Только пока это с нелюбовной стороны, а просто отношение к вам начальника. О, 9 жезлов, 5 мечей и император. Очень злобно, очень. Понимаете? Вы взбесились, а начальник взбесился втройне или взбесилась. Здесь человек, Демид заорал, Мошка прилетела. У вас что за отношения с начальником, а? Ну что это такое? Мошка даже не могла найти себе место. Демид орет. Ну, у вас, посмотрите, какие карты падают. Да, человек на вас ужасно разозлился. И, конечно, что-то происходит очень плохое. Ну, прям вражда, я бы сказала. Принимает враждебно. Даже если тема любовная, нелюбовная, уже тут без разницы. Воспринимает враждебно или даже ревностно. Подозревает во всем самом плохом. В том числе в промышленном шпионаже. Что думает о вас этот человек как о личности? 7 кубков, императрица. Ну, кстати, вот из песни слов не выкинешь, перевернутую оставим. Потому что ну, тут реально такие есть. 8 кубков. Смотрите, если вы женщина, у этого человека, а если, не дай бог, мужчина, и вообще тут полностью перевернулось у вас представление как о женщине. Вы теперь перевернутая императрица. И карты показывают, что человек не понимает, как это произошло. Вы его запутали окончательно. Даже если вы мужчина, какая-то перевернутая женщина, то есть с нехорошими качествами, да, притворяющаяся хорошей, наговорила человеку про вас гадостей. Теперь человек в полном заблуждении, не понимает о вас ничего конкретного. 8 кубков собирается увольнять. Собирается избавляться от вас всеми способами. Как дальше сложатся отношения с начальником или с начальницей? Нет, вас точно увольняют уже. Могут предложить уйти на какое-то место, мол, позаботились о тебе, рекомендуем перейти туда. Или вообще просто паш кубков здесь показывает, что выплатят что-то при увольнении. Ну, например, выходное пособие, компенсация за отпуск или еще что-то в этом духе. Но увольнять будут. Всячески провоцировать, чтобы вы ушли. Здесь совершенно точно работник с начальником поругались или очень сильно противоречат друг другу, и начальник хочет избавиться или начальница от работника. Факт. По 3-й позиции это факт. Миритесь срочно. Стоит ли мириться с начальником? Рыцарь пентаклей и суд. И 5 жезлов. Не получится, товарищи. Вы попытаетесь. Сначала еще может что-то мирно получиться. Вы покажете хорошую работу по рыцарю пентаклей. По суду возродите отношения с начальником. А по 5 жезлов снова поругаетесь. У вас не совпадение характеров с этим человеком. Либо человек настолько вздорный тиран, что у него ни с кем не совпадение характеров. Или у нее. И любовная тема. Давайте посмотрим. Те, кто гадает не на любовную тему, ваш расклад закончился, да? А те, кто еще имеет тут в виду любовную тему, притяжение есть у начальника к вам или нет? Королева мечей, 4 кубков и туз жезлов. Человек очень тщательно скрывает, что есть притяжение. Но вас человек считает скалой, холодильником, вот чем угодно, понимаете? Таким, и даже при всем притяжении хорошего отношения я здесь не вижу. Ну, вот такой интересный ответ получился по 3-й позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.